Неужели сами догадаться не можете, что делать нужно? Думаете, тихой сапой смутные времена пересидеть? Не высовываться? Не выйдет. До края Русь дошла, до самого последнего предела. Звони. Ну вот, первый звон, чертям разгон. А ну да я. Звони, звони, князь! Глядишь, и разбудишь людишек! Я не понимаю не только вопрос о именно русском народе, но он получается как бы стержень, хребет светлого будущего всего человечества. И вот этот хребет пытается уничтожить не один день, тысячи лет и даже раньше пытались. Последний раз перед этим пыталось 7,5 тысяч лет, Древний Китай. Пытался, и что вот сегодня мы не затронем вопрос, потому что, к сожалению, времени мало, а желающих выступить много. Ведь 7518 лет назад была победа, когда наши предки разгромили Китай, Древний Китай, которому наши предки в свое время помогли, подняли, дали им знания, умения, все дали. И они благодарили, пытаясь уничтожить. И вот только относительно недавно, то есть в 1700 году, а в 7280 году, был введен юлианский календарь на территории России, и все забыли, что существовал календарь от сотворения мира в звездном храме, от Великого потопа, который связан не с потопом библейским, а с падением лунного круговращения. Это реальные факты. И можно продолжать дальше. Существует 4 календаря, которым наши предки пользовались. Просто наиболее обиходный был именно последний. И могу сказать следующее, вот у меня есть ксерокопия, то есть, в принципе, то же самое, реальная копия, допустим, ремизовской летописи, где в той же самой летописи используют именно тот старый календарь сотворения мира в звездном храме. Понимаете? И сейчас есть, и в частности мы уже с женой накопили очень много достоверных фактов, артефактов, документов, не придуманы кем-то. Понимаете, можно написать свое мнение, которое может быть любое, но оно должно быть обосновано. А реальных карт, не копий, не копий с копий. И тогда, как вы знаете, что сказание Мамаева Поповича, знаете такое, да? Историки установили, что все это копии, никогда нет, ни одного оригинала нет. Переписанные, вопрос, кто переписывал, что-то написали, соответствует это или нет с тем, что было на изначальном документе. Так вот, есть огромнейшее количество достоверных фактов, аргументов, артефактов, которые реально существуют, не визуально, не виртуально, а в реальной форме такой, и которые есть, будут и представлены, и доказательства, плюс еще много, что будет в ближайшее время, пока я еще не буду озвучивать, будет предъявлено еще другие доказательства, такие, которые вышибут всю почву от, кажется, врагов человечества в том числе. Потому что я говорю, когда я говорю врагов русского народа, в принципе, они, не только враги русского народа, но враги всего человечества. И вот тогда нашим врагам сказать будет нечего. И есть действительно и технологии, и возможности, и желание у людей все это реализовать. И когда это будет сделано, врагу ничего не останется, как просто поднять лапки. Вот и все. Сам враг, как бы мы ни сидели на кухне, как бы ни думали, как бы, допустим, не переставали пить, что я, например, никогда в жизни не пил и не курил, и так далее, и так далее. Не в этом дело. Если просто человек не будет это делать, это прекрасно, но ничего от этого не изменится. Человек должен быть активный, активно бороться за свои права, за права своей семьи, за своего рода, народа и страны. А не просто быть хорошим человеком. Этого недостаточно.